Ею завладел приказный Ярышкин и продал ее тунгусу Киванию за 10 соболей да 10 красных лисиц, а последний перепродал ее другому тунгусу за 7 соболей, 4 пластины соболина и 10 красных лисиц. Кроме взрослых и способных к половому акту инородок, сибиряки покупали несовершеннолетних девушек и воспитывали их до возраста возмужалости, и уже тогда делали их своими наложницами или же тотчас после покупки растлевали их. Как во всяком сильно развращенном обществе, так и в старинно-сибирском растление малолетних было злом самым обыкновенным. Цена упомянутых девочек была очень незначительна. В Березовском крае, например, 7-летняя остячка стоила не дороже 20 копеек, и это не было минимумом цены. Вместе с продажей женщин для брака и наложничества в старинной Сибири существовал возмутительный обычай отдавать женщину на временное пользование или в кортом. Этот обычай был в ходу и у русских, и у инородцев. Дикари, живущие в бывших владениях российско-американской компании, удержали его до сих пор. Если владелец инородки-наложницы уезжал куда-нибудь и не хотел или не мог взять ее с собой, если он нуждался в деньгах или просто она надоела ему и он не хотел бросить ее даром, то он предлагал ее желающему за известную плату на известный срок, по истечении которого он мог получить ее обратно. Такие наложницы назывались тогда картонными девками. Отдача в кортом была, конечно, очень выгодна для рабовладельцев, но промысел публичного разврата был еще выгоднее. И вот рабовладельцы пускали на этот промысел своих невольниц, иногда даже формировали из них целые публичные притоны. Воеводы не раз отдавали помесячно безмужних жен на блуд и заводили дома терпимости. Невольницы и инородки составляли значительную часть населения этих убежищ разврата и, конечно, доставляли своим хозяевам немалые барыши. Итак, закабаление инородок для наложничества и брака имело своей целью не одно только удовлетворение половых инстинктов, а также и коммерческую выгоду. Не говоря уже о торговле женщинами, об отдаче их в кортом и на промысел разврата, самое содержание женщины для наложничества также приносило существенные выгоды рабовладельцу, доставляя ему разом и самку, и даровую работницу. Эти невольницы, вместе с другими рабами, составляли низший рабочий класс старинной Сибири, класс, созданный экономической необходимостью. Проходя обширные и пустынные страны от Урала до вод Тихого океана, прочищая дороги, строя гати на вязких, невысыхающих болотах, воздвигая крепости и острожки, доставляя из России провиант и исполняя другие общественные работы, русские пользовались в обширных размерах силами инородцев, сгоняя на работы целые улусы этих государственных рабов, на которых всегда лежали невыносимые государственные повинности. Но эти общественные работы не в такой сильной степени привлекали к себе силы инородцев, как работы частные. Первые, кроме инородцев, отправлялись еще множеством лиц других сословий русского происхождения, каторжниками, гулящими людьми и так далее. Для казенных нужд почти всегда находилось достаточно русских работников. Для частно-хозяйственного труда их было мало. Население старинной Сибири вело бродячую жизнь, пересекало эту страну по всем направлениям, покоряя и усмиряя инородцев, исследуя новые земли, охотясь за дорогими зверями и так далее. Почти все русские силы были отвлечены трудами завоевания и звероловства. Люди, которые при других обстоятельствах были бы домашними слугами и работниками, тогда ждали только первого случая, чтобы присоединиться к какой-нибудь завоевательной партии или, закинув за плечи винтовку, отправлялись в далекую тайгу на добычу соболя и белки. Прибавьте к этому чрезвычайную малочисленность русского населения Сибири, и вы поймете причину тех постоянных жалоб на недостаток прислуги и работников, которые слышатся во все периоды сибирской истории. Между тем, в старину рабочих рук требовалось сравнительно гораздо больше, чем ныне, потому что при чрезвычайной малочисленности рабочего скота, особенно лошадей, работы, выполняемые ныне посредством животных, тогда совершались человеческой силой. Купец, например, объезжал инородческие стойбища, разбросанные по обширной тайге не на лошадях, а нартной тягой, то есть и сам купец, и его товары перевозились на небольших санках, называемых в Сибири нартами, и вместо лошадей эти нарты тянулись людьми. Посредством народной тяги передвигались иногда целые обозы, как казенные, так и частные. Иногда тем же способом отправлялась почтовая гоньба на целые сотни верст. Друзья, YouTube отключил нам монетизацию, посчитав наш контент неугодным, поэтому дальше будем двигаться исключительно с помощью вашей поддержки. Как вы можете нас поддержать? Первый способ. Почти все мы делаем покупки на международных маркетплейсах, такие как AliExpress, Amazon и прочее. Каждый раз, когда решаете совершить покупки в этих интернет-магазинах, вспомните нас и переходите туда именно по нашим ссылкам. Вы совершаете свои привычные покупки и ничего не теряете, ну а мы получаем небольшую комиссию от продаж. Второй способ.
Если вы намерены покупать и продавать криптовалюту, то вам нужна популярная и надежная биржа. Мы рекомендуем биржи, которым пользуемся сами. Регистрируйтесь в них по нашим ссылкам. Третий способ. Вы можете оказать нам поддержку обычным переводом средств на наш счет. Все ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Чем активнее ваша поддержка, тем больше времени мы сможем уделять каналу. Спасибо. Кроме того, большой главный пункт Сибири по неустройству дорог и малочисленности лошадей был водный, и для сплава судов вверх по рекам употреблялись также люди, тянувшие суда бичевой. К этому нужно прибавить еще домашние работы, для которых русских работников также было чрезвычайно мало. Где же мог найти сибиряк рабочие руки, как не в инородческих улусах, и неужели мог он держаться вольнонаемного труда, когда спинами и личностью инородца он мог пользоваться совершенно даром, обратив его в рабство? Экономическая необходимость рабства и расположенность к нему русского населения Сибири были так сильны, что в конце 17 и начале 18 столетий закон, по-видимому, ограждавший инородца от насилия, был принужден уступить самой жизни, и рабство было признано и получило с этого времени особенно сильное, сравнительно с предыдущим веком развития. Оба эти периода я рассмотрю отдельно, тем более, что о последнем из них я имею достаточно данных, притом большей частью новых, между тем, как исторические свидетельства о невольничестве до XVIII века очень недостаточны. И неполнота моего очерка кладет вину отнюдь не на мою небрежность в исследовании источников, а лишь на скудость последних. Мы уже сказали выше, что рабство есть неизбежный спутник войны. Покоряя инородцев в вечное великому государю холопство, обращая их в государственную кабалу, завоеватели захватывали обыкновенно много пленников или ясырей и делали их своими личными рабами. Русские брали преимущественно женщин и детей, так как мужчины или не давались живыми в руки, или обращались в бегство, бросая свои семейства на произвол судьбы. Да и приучить к рабству и ко всем сопряженным с ним лишениям было гораздо легче женщину и ребенка, чем взрослого дикаря, привыкшего к известной личной свободе, которая допускалась условиями его быта и которой он вовсе не мог иметь в неволе у русского человека. Пленники забирались почти при каждом походе и нередко целыми толпами. Так, в 1596 году, во время похода на башкирцев, принадлежавших к Уфимскому уезду, русские взяли много пленников, некоторые из них были казнены, а большинство распродано в рабство по сибирским городам. При походе енисейского воеводы Хрипунова в Бурятскую землю в 1628 году его команда вывела в Енисейск несколько бурятских пленников – женщин, девушек и детей – всего 21 человек. В то же время на Бурят ходили красноярцы и также вернулись домой с бурятскими невольниками. Томские и красноярские служилые, постоянно воевавшие в 17 веке с енисейскими киргизами, часто разоряли их жилища, угоняли скот, а жен и детей уводили в рабство. Это продолжалось вплоть до 18 столетия, когда калмыки выгнали киргизов с верховьев Енисея. В 1704 году на киргизов, кочевавших на Божьих озерах, ходил томский казачий голова Цицурин с командой в 738 человек. В битве с казаками пало убитыми 113 киргизов и татар, а в плен уведено 237 человек обоего пола. В 1632 году Божией милостью тобольские и тарские служилые люди ходили на калмыков, побили их и вернулись в Тару с пленными невольниками. В 1680 году сын боярский Леонтий Трифонов ходил на немирных тунгусов, и на бою взял он 10 ребят мужеского пола, до 20 девок, до 10 баб. Даже на отдаленных берегах Амура, в стране свирепых дауров, более воинственных и более имевших счастье в борьбе с русскими, последние захватывали множество пленников. Поход Хабарова, например, был рядом побед над даурами, и почти при каждой битве, почти при каждом нападении на инородческие улусы русские хватали ясырей. В 1652 году, 2 июня, пишет Хабаров, подловив суда большие и малые, и прося у Бога милости, поплыли мы из Албасина. И через 2 дня доплыли до юрт, из которых даурские люди все уехали, и мы лишь только схватили ясыря, даурскую бабу.
Взяв после ожесточенного штурма 3 укрепления князей Алгемза и Латодия, русские дауров в пень порубили 641 человека больших и малых, а Ясырю взято бабья поголовно старых и молодых, и девок 243, до мелкого Ясырю ребят 118 человек. В улусах Балдачана и Толги Ясырей переимано 170, кроме малых ребят. Плывя дальше, проплыли 21 улус, а в последних улусах языков иных имали, иных рубили и Ясырь хватали.